Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, мы сегодня в эфире, несмотря на то, что праздничные дни продолжаются, и как бы настроение у всех такое новогоднее. Конечно, в первую очередь я поздравляю всех наших телезрителей, всех жителей нашей республики с Новым годом, который обещает быть интересным и очень таким для нас, для всех богатым событиями. И об этом, конечно, говорит то, что, несмотря на то, что сейчас новогодние праздники, однако ситуация у нас в Абхазии привела к тому, что некоторые вопросы нашей общественно-политической жизни очень обострились. Итак, я начну разговор о том, что происходит у нас в республике по поводу обмена Георгия Лукава на граждан Осетии и гражданина Абхазии. Ну, в первую очередь, конечно, я хотел бы маленькую предысторию такую рассказать. Был ряд заявлений. Мы все ожидали то, что будет информация такая о том, что происходит. Ну и вот в связи с этим я в первую очередь прочту то, что заявила Генпрокуратура. 25 декабря 2017 года Георгий Лукав в соответствии с указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и последний передан грузинской стороне по ранее достигнутым в переговорном процессе соглашениям по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица. Полномочия президента Республики Абхазии за право помилования закреплены в Конституции Абхазии, уточняется в официальном заявлении вот этого ведомства. Также я хочу сказать, что СГБ также добавила еще и то, что состоявшаяся передача Георгия Лукава грузинским властям является составной частью процесса обмена заключенными, активная фаза которого имела место в марте 2016 года. Ну, по поводу вот этих событий пресс-служба тоже сделала сообщение, кое-что я процитирую отсюда тоже. В результате событий 2008 года, это некоторые такой предыстории событий, в результате событий 2008 года в ходе вторжения грузинских войск были захвачены граждане Южной Осетии, которые впоследствии в Грузии осудили на длительные сроки заключения, в том числе и пожизненные. Между абхазской, осетинской и грузинской сторонами были достигнуты договоренности по обмену заключенными. Лукава значился в списке подлежащих обмену, представленном грузинской стороной, но передача его была на тот период приостановлена. Впоследствии на него и еще одного заключенного Гуйнашвили, переданного Республикой Южная Осетия, был произведен обмен на Роланда Жиба, скрывавшегося в Грузии и подозреваемого в убийстве Квициния. В Грузии на протяжении многих лет скрываются от наказания ряд лиц из числа граждан Абхазии, совершивших тяжкие преступления, в том числе убийца российского дипломата Дмитрия Вишернева. Абхазская сторона делает все для выдачи этих людей. Эти вопросы ставятся на всех уровнях и встречах, проходящих в рамках женевских дискуссий. И в заключение хотел бы я еще сказать, что за период после окончания грузинской стороны передан ряд лиц, совершивших на территории Абхазии преступления различного рода тяжести, такие как Гогохе, Угрехелидзе, Кекелия, Герхелия, Мамасахлиси и другие. В тот период это вот и не вызвало каких-либо возражений или недопониманий. Однако сейчас вот по поводу того, что произошел обмен Лукава, в общем-то развернулась очень широкая дискуссия, и об этом мы поговорим в нашей передаче. Ну вот это такое вот краткое изложение того, что предшествовало вот нынешним событиям. И я бы хотел, чтобы в первую очередь как бы было сказано о том, какова вообще процедура вот, помилования, потому что ну, и
мне в том числе вот до последнего случая об этом мало что было известно. И есть некоторые претензии, я так знаю, по поводу вот того, как проходила эта процедура. В данном случае многое говорится о том, что комиссия по помилованию, она в этом не принимала участие, хотя как бы должна была принимать. Вот если эта проблема существует, то я бы хотел, чтобы по этому поводу был сказан какой-то такой профессиональный комментарий. И я обращусь к вам, Гиви Габния. Да, я еще извиняюсь перед нашими телезрителями, я не представил всех наших гостей сегодняшней студии, но я думаю, в титрах вот этот мой пробел восполнят, а мы перейдем сразу к разговору. Гиви. Ну, я думаю, сначала все-таки вы спросите старших и по возрасту тоже, правильно же, по поводу того, чего мы собрались. Но раз вопрос ко мне. Значит, насколько я это понимаю, насколько говорит наше законодательство, значит, президент, как высшее должностное лицо, как и другие должностные лица, скажем так, имеет различные права. Конечно, он несет обязанности, но исключительным правом, и в том числе и такое право у него есть. С точки зрения осуществления помилования Конституции прямо это записано. Теперь то, что вы задели, вопрос о какой-то комиссии по помилованию, правильно же? Почему какой-то комиссии? Сейчас я скажу. Значит, почему я говорю какой-то? Потому что правовой статус такой комиссии законом не определен. Сразу. Сейчас, если мы говорим о каких-то, вообще о комиссиях, то если мы говорим о законодательном оформлении, то о помиловании комиссии, об этом мы в законе не находим. Но в структуре администрации президента под таким названием есть такая комиссия. Это чтобы право говорить прямо как есть. Значит, регламент работы или создание такой комиссии – это прерогатива президента страны. Он определяет, создавать ее, не создавать и так далее. Теперь с точки зрения вот нынешней ситуации. Значит, президент есть комиссия. Вот скажем, опять же, в структуре она находится, есть или ее нет, он сам принимает такие решения. Конституция об этом прямо ему говорит. По практике нашей, теперь по практике, как оно у нас бывает. Конечно, вот вы зачитали несколько заявлений. Это и Генеральная прокуратура, и это службы наши специальные, и пресс-служба. Значит, они говорят о том, что и мы знаем, что на практике такие так называемые решения о помиловании и обмены соответствующие, они имели место. И в этом плане, насколько я знаю по практике, значит, о каких-то решениях комиссии о помиловании, когда речь идет об обмене преступников международного, так сказать, характера, то есть речь идет уже, так сказать, о действии международных каких-то отношений, то здесь о работе комиссии вообще мы не знаем таких фактов. И в данном случае также. Бывали на практике случаи, когда помилование, ведь помилование, президент принимает решение о помиловании, это преступники, которые осуждены у нас, но преступники могут быть и те, которые, как бы, по ним интерес имеют другие страны, скажем, вот так уже скажу, да, значит, те, которые отбывают здесь наказание, граждане нашей страны и так далее, по ним в комиссию ходатай приходят, приносят ходатайства различные, прошения различные о том, чтобы помилование такое было. И такая практика есть. То есть, если я правильно понял, вот в каждом отдельном случае как бы комиссия создается президентом, да? Не-не-не, она создана. Есть такое в структурном подразделении администрации, такой есть. А она я сама сразу может назвал. Проявлять свою инициативу? Нет, она сама не проявляет такую инициативу. Это прерогатива президента. В комиссию к президенту могут обращаться заинтересованные, давайте скажем так, родственники, другие лица, о том, чтобы можно было смягчить наказание, лишь помиловать полностью и так далее. И тогда президент, если это касается вопросов внутренних наших, он для того, чтобы получить информацию большую, чтобы все-таки кто-то этим занимался, он дает поручение комиссии. Так, мы говорим о комиссии по помилованию как структурного подразделения администрации президента. И тогда эта комиссия, там есть специальные должностные лица, они занимаются сбором информации. Подают информацию президенту, но президент принимает решение сам. Вот здесь нужно даже и по внутренним вопросам, тем более по внешним вопросам. А с точки зрения, значит, нынешней ситуации, речь идет о том, что это лицо значилось в наших каких-то взаимоотношениях с точки зрения других государств. И в этом плане работа так называемой комиссии
в структурном подразделении, этой работы не должно быть вообще. Отношения эта комиссия не имеет к этому делу. Поэтому президент, опять же, я уже сказал, что он сам принимает решение о таких делах, о таких вопросах. Просто я немного в историю вдался, чтобы было понятно, когда же эта комиссия, о которой мы говорим, да, по помилованию, она работает. Она работает, то есть вот тут с правовой точки зрения, насколько я понимаю, к президенту нету никаких претензий. С точки зрения Конституции, с точки зрения наших законов, это его исключительное право. Правильно это, неправильно это, вот депутаты тех созывов, которые эту Конституцию принимали, и депутаты, которые вносили изменения, эту норму они оставили без изменений. Понятно. Мне бы хотелось, вот раз ты упрекнул меня в том, что я не обращаюсь с самого начала к старшим, хотя тут, в общем-то, такая тема, где старший, младший уже не имеет значения, а имеет значение исключительно вот такое профессиональное и вдумчивое такое мышление по этому поводу. Ну, Олег Несторович, по этому поводу что вы можете сказать? Что вы добавите? Что я могу сказать? Могу сказать следующее. Конечно, президент имеет такое право помиловать того или иного осужденного, отбивающего там где-то как-то срок какого наказания. Но при этом, когда речь идет о помиловании, естественно, должно учитываться тяжкость преступления. Насколько это преступление значимо для жизни общества, насколько это опасно или безопасно и так далее, все это должно браться в расчет. Это, во-первых, что мне хотелось бы сказать, без учета этого президент определиться не может. Это, во-первых. Во-вторых, все, что по помилованию делается, естественно, это должно быть известно обществу. Обществу об этом должно быть известно. Я хотел бы здесь сослаться на примеры по поводу вот этого случая, который касается Лукава, он же с 2016 года, вообще-то сама эта история, по-моему, даже с 90-х годов. Да, там много вопросов. Много вопросов, его отпускали, потом он... много вопросов, но я не буду вдаваться, потому что это дело юристов, это дело следствия, которое изучало эти вопросы, это не мои проблемы. Вот президент Российской Федерации как поступил в данном случае относительно Савченко. Она тоже была задержана, осуждена, и срок был определен, но по определенным мотивам межгосударственного характера между Россией и Украиной, в силу политической ситуации, президент, по всей вероятности, посчитал помиловать ее. Вот когда процедура... Кстати говоря, вот этот случай, он тоже очень так широко обсуждался и в социальных сетях, и в прессе, и на телевидении тоже. Все правильно. Да, и потому, она тоже была непростой президент России как поступает? Он в первую очередь обратился к ее родственникам. Не к ее родственникам, а родственникам пострадавших. Обращается к ним, что они думают о помиловании Савченко. Это в таком большом, огромном государстве, как Россия. Понимаете? Не могу вам возразить, потому что я этого не помню. Вы можете возразить? Там сами родственники обратились к президенту Путину с просьбой поменять ее, Савченко, на это. Там сами родственники обратились. Не он обратился, и потом он организовал встречу с ним.
Там Не такая совсем так. Совсем так. Тимур, Не это так. Так, ну давайте тогда, знаете как, мы из этого дискуссию не будем устраивать, вернемся к нашей проблеме. Да. То есть информация о помиловании вот, грузинского террориста, довольно одиозного террориста. Значит, по имеющейся информации, очень одиозный террорист. И, Олег Несторович, один вопрос я вам да. задам. Вот вы знаете, я тоже и в социальных сетях, и вообще вот в разговорах слышу об этой одиозности его. Но каким образом вот эта одиозность его стала такой вот неприкасаемой как бы? Каким образом его освобождали, потом куда-то переводили, потом опять арестовывали? Если эта личность настолько одиозная, разве в этом не должна была быть вот такая, знаете, конкретная определенность, которая бы раз и навсегда решила в правовом смысле судьбу этого человека? Ну вот это как раз взбудоражило наше общество. О том, что... Но оно началось когда еще? Да, но, кстати говоря, только сейчас стало известно. А тогда это неизвестно было. А разве? Да. Да нет, я могу Мало сказать, что об этом мало тоже что было тогда известно. было известно. Это стало достоянием общества только сейчас. Но на самом деле, вы знаете, я вот тоже тут вот готовился к передаче, пытался тоже разобраться вообще, что произошло с этим Георгием Лукаво вообще и с вот нашей системой, которая его помиловала. И выяснил там некоторые подробности того, что сам этот Лукаво, он был осужден, потом был помилован. В 99 году. Да, в 99-м году. А потом вновь задержан. Потом вновь В 13 задержан. году. Да. И вы знаете, что это все происходило, 20 мне лет кажется, не получил. совсем скрыто так, чтобы об этом никто не знал. Но с другой стороны, я действительно так и не... ну, это может быть моя вина, потому что я с делом не знакомился. Так и не понял вообще, какие конкретные злодеяния этот человек совершал. И что есть действительно по факту, а что есть вот каким-то уже домыслом. Все эти ответы мы можем получить в его личном деле. Личное дело, которое до сих пор Материалов уголовного не дела. стало достоянием даже депутатского корпуса. Я могу на этот вопрос ответить, Олег Несторович, Да, я ради прошу бога. прощения. Я был сегодня на заседании комиссии по этому вопросу. На это заседание были приглашены не только депутаты и общественность. Был приглашен заместитель председателя Верховного суда, министр внутренних дел и начальник службы государственной безопасности. Когда стал вопрос, а какие злодеяния он совершил, судья зачитал приговор, где написано все буквально по статьям. Это незаконное, значит, оборот оружия, это убийство, похищение людей, разбои, убийство с особым садизмом и так далее, и так далее. И нам стало все понятно. То есть это очень опасный преступник. И притом не просто преступник, уголовный, а это человек, который служил в спецслужбе Грузии, был командиром. Вы знаете, известные лесные братья, он был один из командиров. И, естественно, он является военным преступником. И отпускать его, как вот здесь вот говорят юристы, что президент имел право его отпустить, да никто абсолютно не оспаривает, что у президента были такие права. Естественно, Конституция ему наделила такими правами. Но есть определенная процедура, которая расписана законодателем, подзаконными актами, соответствующим регламентом. А эта процедура не была выполнена. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что, во-первых, сам террорист не написал заявление о помиловании, нет этого документа в деле. А кто Далее я написал? продолжаю. Что не было комиссии созвана по этому вопросу, по его помилованию. А комиссия должна была быть созвана, и при том на этой комиссии должны были быть представлены
с заключением Министерства внутренних дел, Верховного суда и Генерального прокурора. Этих заключений нет. Как мог определить, простите, В каком президент? нормативном акте это написано? Положение комиссии. Положение комиссии написано. Но я же говорил, как Да. комиссия работает по внутренним преступникам и преступникам международного характера. Так что здесь Естественно. нужно их делить. Не надо ничего Нужно делить, там все четко написано. У нас одна комиссия по помилованию. И международный террорист, вы просто забываете о том, что он был гражданином Абхазии. Никакого он не международный Ну, он жителем был Абхазии, но не Он гражданин гражданином. Абхазии. Он осужден как гражданин Абхазии. На Житель этот Гальского вопрос, района. чей Насчет он гражданина, это гражданин, другой вопрос. судья ответил, Да. что он был осужден как гражданин Республики Абхазия. Ведь сегодня это Но у что? него не было гражданства. Ну, житель Он Гальского был района. Всё. осужден. Гражданин Материально Республики это Абхазия, значит. за которого Грузия просит им Да. отдать. Это вот Тоже именно. Вот интересно почему получается. грузинам отдали, непонятно. Грузия просит им отдать Ну, гражданина. понятно. Значит, и того он был гражданином Абхазии. Почему он был передан грузинам, это я не знаю. Да. А по поводу того, что там состоялся обмен, потому что осетины нас просили и так далее, был какой-то договор, был составлен список. Кто видел этот список? Кто видел договор между осетинами и абхазами? Кто видел договоренность между грузинами, абхазами и осетинами? Но Это я, все то просто слова. да, Это просто слова, которые озвучиваются в разных средствах массовой информации без подтверждения каких-либо А фактов. кто должен был видеть этот договор вообще? Что значит, кто должен был Я видеть? спрашиваю, кто Да. должен А был эти видеть? материалы разве не должны быть доступны для депутатов парламента? Для депутатов Ну, парламента? конечно. Здесь в законе написано, что А запрос парламента, прерогатива президента. запрос парламента соответствующим структурам, ведь, наверное, все-таки ответ надо давать. Надо эти был, документы наверное, показать. когда был запрос. На- Когда был запрос? Ну, вы просто, ребята, наверное, вы не в курсе дела. Запрос был еще на той неделе. Да. И запрашивал его Лоло Рауль. Он, кстати, избран парламентом, руководителем этой комиссии. Он до сих пор ничего не получил. Единственный документ, который сегодня был представлен на встрече, это был только указ. Указ президента о помиловании, который был подписан 27 января 2017 года. К постойте, вашему а сведению. вот То есть по- год тому назад. А отпущен он недавно, 2 недели тому назад. А вы знаете как, вот мы больше говорим, конечно, о такой юридической, правовой, да, норме, но в большинстве случаев все те возмутительные такие вот возгласы, они как-то больше относятся к тому, что составляет, так сказать, как бы моральную сторону дела. Вы понимаете, дело заключается в том, что вот вы трактуете так, Гиви говорит совершенно иначе, и тут нашим зрителям сейчас трудно будет определить все-таки. Уважаемый Валерий, я ничего не трактую от себя. Я говорю, Но о вы знаете как, я должен кому-то не поверить из вас. Или ему, ну, это или вам. ваше право. Валерий, Да. вы, наверное, получите сегодня запись заседания парламентской комиссии, там ваши журналисты ведут запись, определенную работу, на котором все, о чем сказал Чичикович, там было озвучено. Там было озвучено заместителем председателя Верховного суда о том, что данная личность была осуждена как гражданин Республики Абхазия. Там были озвучены положения о работе комиссии. Был 2 раза вопрос задан, как он был осужден. Было четко отвечено, что он был осужден как гражданин Республики Абхазия. Хорошо, это не Это мешает, раз. Вы это говорите, принципиально не меняет. по работе комиссии, фактически, как нам стало понятно, работа комиссии не велась абсолютно. Что еще было сказано представителям Верховного суда о том, что при любом, даже при помиловании, да, вы говорите о том, что это прерогатива президента, во всех этих вопросах должна быть учитана в первую очередь личность, которая помилуется, личность, какой срок наказания он отбыл, срок с тем, какой общий был ему дан срок, какой срок он отбыл, как он охарактеризуется в СИЗО, где он содержался, о тех нормативных документах, о которых говорил сейчас Чичикович, что ни СИЗО мы не увидели, даже депутаты парламента не увидели прошения о помиловании, не было заключения Верховного суда, насколько это помилование является законным, незаконным, не заключения Генеральной прокуратуры. Депутаты парламента не увидели, мы являемся живыми очевидцами, есть, слава богу, запись 2 телевидения там присутствовало. Все это, наверное, станет оглаской общества. Конечно, о чем мы сказали до этого. Больше всего, что взбудоражило наше общество, это моральная сторона данного вопроса.
Меня как молодого человека, выросшего, скажем так, я был очень юным во время войны и после войны, на, скажем так, очень такой патриотичной волне. Мне сегодня, когда я впервые услышал об освобождении какого-то Лукава, да, я как думал, ну да, какой-то, возможно, обмен произошел. Когда я узнал о этой личности, когда я увидел сегодня очевидцев, брата убиенного данным человеком, когда я пообщался с людьми, с родственниками, кого он зарезал, да, кого был такой парень, Гочи Кишмария, сейчас пусть это может даже прямой эфир, он вырезал ему сердце, они его сварили, заставили скормить другим военнопленным, другим пленным, нашим ребятам. И сегодня говорить о том, что он был в списках по обмену, этот список был представлен грузинской стороной. Почему и как это все произошло, так это тайна, на что? Ну, всегда обмен происходит какой-то равноценный. Да, во время войны бывало, что вы, наши старшие братья, да, принимали войну, там, участие в войне, ветераны, герои. Был неравноценный даже обмен, когда давали живых за покойников. Но сегодня я лично, мы не видим общество, ну, люди, мы, граждане, мы не видим, скажем так, такого основания, веского, для чего и на кого его поменяли. Еще если раз он являлся гражданином Абхазии, его никто если не лишал этого гражданства, мы его помилуем, отдаем грузинской стороне. Ради чего и ради кого это происходит? Вот это вот для меня непонятно. За какие-то, скажем так, правовые проволочки неких людей называют предателями. Сегодня, на мой взгляд, как молодого человека, который растущего детей, воспитывающего детей, для меня непонятно, что за сегодня произошло. Для меня это акт предательства национальных интересов абхазского народа, тем более мои уважаемые старшие братья, принимавших участие в этой войне, давшим нам эту свободу. Знаете, что я вам скажу? Да, вот прежде всего я бы хотел, чтобы вы воздержались от всякого рода вот таких заявлений, типа предательства, враг народа и так далее. Я, Валерий, сказал думаю, что мнение, комиссия, я имею право на да, это когда я знаю, я спросил ваше мнение, но все-таки нужно быть несколько сдержанным, и мы все-таки в культурном кругу находимся сейчас. Такие вещи, как предательство, ничего враг народа. Я себе не позволил. Но такое выражение, мне кажется, оно все-таки неуместно, во всяком случае. Не литературно. Да, я бы хотел, чтобы вы на его вопрос ответили. Да, я постараюсь ответить на его вопросы. Во-первых, насчет гражданства Республики Абхазия. Гражданин Абхазии никогда грузинское государство не попросит, чтобы его выручить. Он в 2013 году, да его супруга, когда он еще находился в розыске, получили гражданство Абхазии. В 2013 году, в 2014 решением, то есть в 2013 году решением парламента его гражданство было приостановлено. Хотя тогда его судили как? Ну, на сегодняшний день его гражданство приостановлено. Это одна сторона. Но Сараис Арцистаху, Сиграб Хиргалан, Яха Сара Айбиш Расхызга забрана ситоп защиту Тахаз за Шагбаги Тахаз Соп. Сара Ахани Сведзом Абартава Абре Хиглаз Абре Ругунам Зара Зухаз Ргузрахи Избани Зейзе Сара Илскавет Хара Абре Айтапсахра Каназ Акартва Даноричтаз Ванзапику Хвалам шоя Юх Башук Сахыци Тахвинкара Хгвах Змрих was Псахра Гадзамс Зигизик Хгвах Нархи Янбук was Яназ Убриза Гогохе Даныр Псахо Зома Уе Гватракума Апьюс Физбимс Диркон Ахзуи Убис Хумя Пигон Агирт Иқартрако Закартша Згба Ахзуи Хмихва Увиза Джгидрм Сахзи Яхагис Бус Нархван Сара Бридр Псахит Хан Сахара Сбуз Намирхица Джгихбадзам Избанзар Ари Уюра Насари Верховный суд Дана Аздан Цаваз Абисхак Азоз Иртет Йозер Йохшукса. Ну, Жавшукса, Иртет, Жавшукса. Абиар Азаз Жав Зирте, Жавшукса. И пса Танаца, Абиза и Хитаки Тразини Мадзам, Абиза Зима Маз. Из Цара Паминас, Шергишем Убиза Цара, Сергисом Убиза Цара. Аха, Абасик Азава, Крын Бихапсахя. Сарубис Хартстахуб, Дарбанызал, Абри Сара Брасанза, Сергис Здорово Заракун, Сейзаси, Абрия комиссия помилования Хабу, или Хабу, что Кошук, Сацвет, Абрия комиссия. Сязда, Варабиза, Ауя, Нырпсахваз. А Шараш комиссия Дзурахан, да хоть Хазма, Ванза и Шпаз, нас практика успад.
Абрюза усқәа наҳуаз ахаан ҳкомиссия аӡәгьы дахымӡацызт. Ҳара ҳкомиссия арекомендательная ҵакамоуп. Ҳара ҳкомиссия иалоуп общественникцәа, президент еиҿикааз акомиссиоуп. Абри ҳара иаҳҳәар ауеит, абри доушьҭ ҳәа ҳиҳәар ауеит апрезидент. Апрезидент доуимшьҭыр ауеит. Ҳара иаҳҳәар ауеит, абри доушьҭӡам ҳәа ҳҳәар ауеит, апрезидент доуишьҭыр ауеит. Аҵыхәтәан президент дызкыло азакәан ала аҳәынҭқарра ахадаҩык убри аконституциа инаҭо. Уи азакәан аганахь алуҳәозар. Акомиссиа ҟалоит иамҳәаргьы иаҳәаргьы дыԥсахуп. Агьыс уи азакәан ахьалауаҵәҟьа азакәан еилагараҟаӡам. Агьи амораль аламыс аԥсуара, ауаҩра, убарҭ ахәыҷыҷақәа раԥхьа сыԥсаа ӡабацәа ишьыз сара урҭ сашьиҭахаз сгәы шхьыхуа еиԥш, абра ҳаишьцәа ҳҩызцәа иҭахаз сгәы шԥаҳмыхьуаха. Иаҳамсахуеи, уаӡәгьы ҳаԥсахуеи. Уаӡәгьы ҟалоит абас дақәшәар, аха ҳаҳтәык даннеилак ҳаԥсахуеи. Уи урысшәала ишуҳәоз еиԥш, еиқәнагазма аҩыза аԥсахра ҳәа бжьиба, иқәнагазма абриҩыза диҭан ҳәа. Уи иарбан капангәо изнаҳҵо. Аӡәы сара уахәаԥшуазар иқәнаган, избанзар жьиба иааиҵаз ацәгьоура Аԥсны ахы инаркыҵыхәанӡа ажәлар шьҭнахит, ҩажәлак ӷацәас иҟанаҵеит, ауаҩы дыршьит, аҩынқәа рблит, убранӡа ихьанҭахеит убри ҟаиҵаз. Сара сгәы иаанагоит, убри дарбанзалагь лукав иаицәоугьы дҳамазар, убри дыԥсахын дааганы иҿарԥшны иҟоу ҳәа убра избанзар аӡбара ҟалароуп убра. Аамҭа ҟалоит аӡбара анаҟало. Ҳаӡбара ҟалароуп, аӡбара ану ауаҩы думазароуп, иҳәароуп зишьыз, абри аҷкәын иишьыз, наркотикқәа бантәи ааигаз, ҳпроблема ҳамдыруеи ҳаԥсуаа ҳпроблема ҳамоу иаҳдыруеит. Аха сара иахьа убри игылаз иахьа убраҵәҟьа сгәы зыхьын аплощадь иааины апрезидент сара сырҿагылан шәгәы зшәыхьи, зшәызцәажәои, абас ахаан исҳәаӡом, саргьы сгәы сыхьит. Сгәы змыхьыц ааӡам. Аха аҳәынҭқарра ус иоуп аҳәынҭқарра. Давайте представим такой момент, скажем. Не будем сейчас говорить за лукав. Вот вышли спецслужбы, мы самые признанные нами страны, это Россия, которая близко находится, да, Южная Осетия. Спецслужбы. Вы знаете, как спецслужбы работают, у них есть секреты, информация. Вот они пришли к президенту Абхазии, говорят, вот у вас есть такой-то человек, какой-то, которого надо поменять на какого-то разведчика нашего, который находится, скажем, в Грузии. И об этом никто не должен знать. Просто если об этом кто-то узнает, то это бывает же такое, когда спецслужбы работают. Очень часто бывает. Вы провели пример Путина о том, что он обратился. А если я знаю, что многие указы Путина, которые вообще не оглашаясь, поменяли некоторых россиян на украинцев. Такие тоже есть, которые не оглашались, о которых не говорится, о которых лица не показываются, да, кто там разговаривает. Вот если вот так пришли бы и сказали бы, у вас есть человек, надо его обвинять на нашего какого-то разведчика. И это никто не должен знать. Но чтобы этот обмен произошел, президент должен подписать секретный указ о помиловании и поменять. Может такое быть? Может такое быть. Вы знаете, не что... может такое быть. Почему? Такое не может быть. Нет секретных указов о помиловании людей. Вот, Где это рассказано? То, что вы говорите, я нигде не читал. Такое не слышал. Сколько людей меняли, никому не говоря, происходили обмены. Потом, после уже как это происходило, становилось достоянием, может, общественности потом. Но такие вещи происходят, это работа спецслужб. Вот сегодня нам говорят, как говорят... Нашу страну не спецслужбы руководят. Послушайте, это не спецслужбы руководят, но это работа спецслужб. Мы в состоянии войны находимся, если вы помните, я надеюсь, что мы находимся в состоянии войны с врагом. И эта война не прекратилась. Я там знаю хорошо, что там происходит. И всего 2 года назад, как начали оттуда, перестали красть по 20, по 18 человек в год. Там происходит война, дальше продолжается информационная. И когда это происходит, мы в войну больше всех людей меняли. Мы меняли на казаков, на наших братьев-кабардинцев, на русских. Происходят эти процессы. Иногда, конечно, иногда скажет кто-то, это там более справедливо, это менее справедливо, это более равноценно. Я прекрасно помню, когда мы в Гаграх отдали 60 грузинских пленных, поменяли на 20 наших. Валерий дорогой, Вы знаете, не что... хочу ему возражать, но я просто скажу, уголовный беспредел с войной не надо путать.
Понятно. Людей похищают, простите, это уголовники похищают. Вы знаете, что А я мы им вернусь вот- отдали опять человека, который похищал людей. А вот Мы о чем его мы сейчас как только что бандита отдали. сидели, как... Ну вот, сейчас где гарантия, что он опять не начнет такие же действия, которые совершал в Те Гальском районе? гарантии, что другие не начнут. По поводу которые- Жиба скажу следующее. Мы все прекрасно помним, который делал заявление Сухо, видеообращение к народу, Сухо к Вицине. Вот, да, тут вопросы, которые вы озвучили. Насколько эта информация всем доступна, все они прекрасно знают, как бы никто не делал вид, что это не знают. Ему фактически удалось, просто наши же помешали ему достать этого Жиба с грузинской стороны. Там ему помешали, вы лучше меня эту ситуацию То есть знаете. наши помешали, а потом наши его достали, поменяв Ну, его на Лукаво. не да? нужно было Нет, на на тот Лукаво момент. его никто не менял. Да. И еще следующий у меня один такой вопрос вот к вам, как ветерану, как Да. герою войны. Ваша, мне вот и очень интересно, ваша личная оценка данного помилования, передачи данной личности грузинской стороны. Вот мне лично, вот, как молодому человеку, это интересно. Вот, как Он герою. только что об этом Абхазии. говорил вообще. Да, вот Я ваша только личная что- оценка. Я вам только что говорил. Убийц моего брата тоже поменяли. Это государство определяет, если мы государство строим, если мы на личности, вот эта дочь убитого Лукавой никогда не поймет, что ее, ну, его поменяли. Ну, никогда она не поймет. Понимаете? А другие, которые, мать которого Жиба убил Куциня, она может понять, почему привезли ее, убийцу ее сына здесь судить. Нету таких весов, на которые это мы можем мерить, что вот это вот здесь важнее, такое резонансное убийство, которое всю Абхазию подняли, или это важнее. Я понимаю, я прекрасно уважаю вашу позицию, если от моей отличается. Вы считаете, что это несправедливый был обмен, этого нельзя было увидеть. Я уважаю эту позицию. Но решение принимает глава государства, который на это имеет законное абсолютно право. Жиба почти год как в Абхазии находится, да, некоторое время. С Зачем 5 его- мая находится. Да, почему мы сегодня отдали Лукаво? Была специально предварительная договоренность. Жиба был в МВД Грузии задержан, сидел там, они его привезли. Они не могли, грузинская сторона, сообщить всем, что мы вот сейчас отдаем Жиба, потому что когда-то нам Абхазии обещали отдать там Лукаво и Гургинашвили. Они не могли это сказать, за это привезли. Единственная разница между классическими обменами, вот мы к каким обменам привыкли, что привели что? пленные, скажем, с абхазской стороны на мост, и с той стороны привели других, и вот тогда там мы все видим, произошел обмен. Здесь был многоступенчатый обмен, по которому сперва отдали грузин на осетин, потом, когда это случилось, пошло на обмен, сперва дали Жиба, мы потом обещали с осетинами договориться, осетины дали Гургинишвили, да, я не помню сейчас правильно фамилия, его отдали, и наши дали этого человека. Я прекрасно понимаю вас, как оппозиционного деятеля, побольше набрать очков с одной стороны. Вы ошибаетесь. Нет, с одной стороны, давайте будем, с одной стороны. Но как человека, как патриота, я вас тоже понимаю. И ваше возмущение прекрасно понимаю. И у меня тоже есть внутреннее, вот здесь внутри, возмущение, что вот этот подлец, который, вот как вы назвали, там сердце вырезал, сидел вот здесь 6 лет, и мы его, короче, кормили и ничего не сделали. Меня это вообще с ума сводит. Я не знал об этом, что какой-то Лукаво сидит. Вот лично я не знал. Я не говорю, что я там пошел бы, его сразу порезал бы. Но я хотя бы, короче, родственников, хотя бы какое-то общественное мнение поднял бы, что такое еще через 9 лет он должен выйти из этой тюрьмы и уйти пешком домой. Просто встать и уйти пешком домой через 9 лет. На самом деле, вы знаете, что вот со всеми как-то я соглашусь, и наши телезрители, наверное, свой вывод тоже сделают. Но с другой стороны, я хочу сказать следующее. Вы знаете, вот такие преступники, как Лукаво, это люди, которые не должны, на мой взгляд, да, ни какому прощению быть подвергнуты, если я сейчас правильно выразился. Вы знаете, возможно, в каком-то законодательстве, или вот как Олег Несторович говорил, или Чочевич, что, наверное, нужно какую-то, наверное, вот такую поправку сделать, я не знаю, или какой-то пункт внести, я так по-дилетантски рассуждаю, да, в котором бы оговаривалось, что есть определенные преступники, которые никакого прощения никогда не получат.
те зверства, которые он но они хотя бы осуществлял, пожизненный срок должны получить тогда. тогда Хотя бы пожизненный срок. Вот к этому Они я и в веду. 16 лет тюрьмы в итоге. 20 лет Вот к этому я и обычного веду. режима. Общего режима, Да, общего на самом деле, режима, ну, 16 Общий на режим у лет. нас потолок 20 лет, он 20 лет получил. Но он А то, что он отсидит 16 лет должен был сидеть, Да. это соотношение 5 к 4. Правильно. Да. Через 16 Но он из- выходил. Да, конечно. Но из 16 он просил всего 6 лет. Но может Надо быть, людям правду говорить. Не почему? надо Вы нам, так- Нет, знаете, Это правда, это вы правду говорите. Мы не спорим с этим. 6 лет отсидел. Давид Кто-то- Дмитриевич, это действительно так, и я вот тоже смотрел в материалах, да, там есть вот такое положение, где из 5 дней 4 зачитываются, или из 4, то есть, из 5 4, 4 вместо 5, да. Но, с другой стороны, я бы все-таки хотел сказать, и вот как-то меня, например, это очень сильно задевает, и тех, с кем я общался, тоже. Вы понимаете, эта проблема, она вот сейчас у нас стала, но вряд ли она не повторится в будущем. То есть я имею в виду то, что то зверство, которое совершал этот человек, оно не заслуживает ни в коей мере никакого прощения. Понимаете, и с этим чувством мы все будем находиться. И потому, вот, например, сейчас они разговаривали, они всегда будут в конфликте, потому что есть такое определение, как государственные интересы, а с другой стороны есть вот такие преступники, которые не должны, собственно говоря, никакому помилованию быть подвергнуты. Но с другой стороны, опять же, возвращаясь, то есть это к первой стороне, скорее всего, более важное, то, что есть какие-то государственные интересы. И в связи с этим мне вот казалось, что, наверное, какая-то информация действительно была не совсем доступна нам, а может быть даже и как-то и скрывалась в соответствии с теми же самыми государственными интересами. И поэтому что-то произошло. Поэтому я думаю, что у всех, наверное, как вы говорили правильно, сердце болит по поводу того, что такой негодяй, да, в конечном итоге будет продолжать свое существование, а возможно даже может и нанести вред. Что в этом случае нужно изменить, мне показалось? Что нужно сделать так, чтобы такой случай и не повторялся, наверное, и каким-то образом был оговорен в законе? Что для этого нужно сделать? Ну, в нашем уголовном законодательстве есть круг лиц, которым, как вы говорите, там какие-то поблажки или же помилования нельзя делать. Есть такой круг. Он у нас определен. Конечно, не бывает так, чтобы этого не было в уголовном законодательстве. В советском законодательстве так было, и в нашем сейчас. Конечно, это вопросы к депутатам. Если такое мнение есть, вносят изменения такого рода преступники, чтобы ни в коей мере там не помиловались вообще. Ни в каких интересах, ни в государственных, каких-то других и так далее. Но круг есть. В этот круг такие преступники не подпадают. Может быть, к сожалению. Ну вот, скорее всего, к сожалению, потому что Есть круг, которым нельзя помилование даже. Есть, ну и там несколько групп и так далее. Да, И пожалуйста. сейчас, Федорович, А Лукаво один из При пятых. всей важности За Гиви вас зовут, предательство. да? Гиви, да. Гиви, да? При всей важности закона и подзаконных актов, нормативов, процедурных моментов, организационных и прочее, при всей важности нужно учитывать следующее. В законе и в инструкции вы все не распишете. Человек гораздо сложнее, чем закон. И для того, чтобы вот этот закон толковать адекватно, точно и однозначно, для этого у президента должны быть советники. Потому что речь идет о человеке, преступнике. А вы, юристы, рассуждаете вот с точки зрения законов и инструкций одними юридическими стандартами. А человек, этот преступник, не укладывается в эти стандарты. А вот советник может помочь президенту, что его помиловать нельзя, а вот другого помиловать можно и нужно. Понимаете? Хотя, еще раз повторяю, если судить по стандартам, может быть, они одинаковые преступники, а личности разные. А личность, там факторы, как раз говорил вот молодой человек, значит, какую роль играет при определении и оценке преступных деяний человека.
И потому мне представляется, что, конечно, здесь со стороны президента есть какие-то недочеты, но еще больше недочетов я вижу от деятельности тех людей, которые по своей службе обязаны президенту помогать. Да, пожалуйста. Уи Олег Нестерович хозяйство закон пцара анымгыло зарабхаба депутат хынзола аха сара дышексбала сарфастахоп аблебишре налогос юхза угяна шугяна гва хазазо сентябрь амзазхан шхали хотсни аон Осетиен бачкунша убартир полос регистрирован وبسقون درا أي بشري خسخن نسوا يحد خراء وتحياون شبلا حربونا الناس حرت خراء نعم يكحسي بجار لي كنخ ححاتس كسب جرمن يكشا وبرت نحبة وبسقارة حرت حجوز حيت حريق ورغيت حمش كويرت صليت ناس درا أبراي بشري خنزسوس سخاكوز تزقليت أشكونشا وي уже алладут Осетия авиадут Осетия хайлысхзум وان بجياي تران بجادي سسكسجي حزاوت أجبا حدر بلي حرا إذا حزري وماك واحد سنة حيبشنا حزر مسخرة زيد أبصوا حيلخان نصحات جاي بشرعشون أخا حزر مسخرة زيد يا خا يقي تزالا جريس سبانا جروبيس حو يبشر يخصص يا حسب الله دربن زالا يقيت زالا دزوست زالا يبرق شجرك يقيت الزجا شرلت شجي وبسقار يرق شجرك يقيت يختزجي داكر في الزمز دبرا يختزجي داكر في الزمز وي شيء جدرو وجرا حبخت زي بشرو حبخت عملوا دكوت تبرزمز أخت دكوت تبرزمز يفو زقن يفو زقن تبخزا تتبرنا جباري جستابو جات تقزمز دختكز بسنوبة بختكو سيبشوز زيجيش درود وبيزوحن واخ خشك سيتك تقز ودش بشيشك ستقز وسرا وماك يزبزوم أجي أسيتي خاحر قرطزر أبري تحشت حت كوي دريت نحبس خلطها حرت ما بكش حمد زم بصوتص أرت حشتلو أبري قشق هراح يجزن بريت الشقة هيجزن ده نحكلا دبرا أو مكوحزي ويتح ده نكلشة حري حمد زمست قريب صوتص وسوبي شقو حساس ويانا قول ناس جي أتوقع بنبيام تزيجي جدروتي وان زيجي قني خيجي أبرات في جوراك قصص سروجوي جيب زي حزوم يزبنا جزر ويشرق يتزيد أني رحيت خويز زبشة أزبي سوق بيرزبر يقيمتز ناس يلرجني حي حبخا وبراخ دبنا لنا دقة نصومي ويدقيت جوا وبراخ يتصو يلا جيت شوك شتريصوت شوك بنالا ريصوت يخا سيز لاز بوزلا حنت كارلا يحنربي دزوست زالا جابسوا شترخرو براخ يتص أرجيش يجيشيمو وبري زيجري هي حب حسريخي يسبخزود يزبنا جزر دشزنا وتر دشزو وبراخ دبنا لنا سرا يقوم بخرقالون وبريزحن يخا يسيز بوت نس راح أقول بالزجي حبوت أريوس نس أقوم زتشرناجي أوايد زتشرناجي وي إنفورماتيا خرم مزوما أي ياشو خا وبري أبري يفعل سب ساعته بزكون ورسول بعد زكون أكت بقت زميجي أبري بشيء ووسكرلا يختزل قلاب ناق عقدزرا زكون بزرا دا يبسخ روغرقزر يبسخ زر قلات أخا يخيا حلا يرزنك عميدو حنقولو نحر يشوب حسبيانا جزم يزبانا جزر أبر جوب مرتزو يشتسوا برلمان نال خز واجنس يويبس مبانا جروقنا هاتشكون سبزي كونيت عباس يبشوق وسكو درنبي انصلازا نس يرزبو ويزوب يزالح وبريزوحن سريخا حنتكر خزر بقولو ما دشكا يزبزوم حز خدش وخزر قلوت أخا
أبريشوح زيبشا أحنتكار أتيرها سرا يبشوك يا حسب لا أي بيش يسخز جزء حسب لا سيزبدزوم يسبخزدزوم وبريزحن يربن زالا جوس تنش حز خدسنا حيدطالنا حالة الوزر يحيي خياش وخقلنا قد حيبرقا وحنالا قوا جمني يشع حتسدزو جراي حزالا نسوجح الله. Ну, комиссия парламентская создана, она будет работать. По поводу работы наших избранников, депутатов, да, запрос был сделан перед Новым годом депутатом Раулем Лоло. После обмена. Да, после обмена был запрос сделан. Так вот, никаких документов. Документы, вот мы сегодня были живыми очевидцами, документ был единственно указ о помиловании. Не более... Я с чем с вами согласен. Можно я скажу? Секунду. Я с чем с вами согласен. Вы абсолютно правы, когда говорите, что информации по вот этому на самом деле не хватало. Она была, но ее было недостаточно. Я с вами абсолютно согласен, что информации было на самом деле и для нас, чиновников, которые мы сегодня как бы больше, да, должны владеть информацией, может быть, раньше как бы владеть, да, зная, что происходит, даже для нас информации было недостаточно. В это место ваша правда. Я не спорю. Скажу, я так, вы меня перебили, я хотел договорить. Так вот, какова обстановка была. Даже этого указа о помиловании не был, этот указ не был предоставлен парламентской комиссии, которая сейчас расследует факт о помиловании данной личности. Так вот, только указ сегодня принес министр внутренних дел на заседание, на экстренное заседание парламента, соответственно, заседание комиссии, данная, которая была сформирована, которую председательствует Рауль Лоло. Так вот, буквально пару часов назад этот указ туда принесли. Так что мешало? Почему когда произошел обмен 27 числа, да? 25. Не обмен, человек после этого, помилования, он обратился. Есть какой-то 10-дневный срок, который надо представить это. Никакие сроки не пройдены. Они попали, не нарушены, попали в новогодние праздники. Здесь никто, кто этот указ скрывает. Я вам более того скажу. Вы опять говорите о юридических нормах, которые там разрешают. А что стоило, допустим, без сегодня, пока люди не собрались... Человек обратился официальным запросом, официальный ответ. Сегодня, пока люди не собрались у здания администрации президента, на что просто без какого-то маленького давления этих документов не было. Потом, позже, на заседании комиссии появились эти документы. На заседании Потому что комиссия была создана, и документы появились. На заседании комиссии не явился представитель администрации президента, не явился генеральный прокурор, то есть не было председателя комиссии именно по помилованию. То есть не было этих людей. У него, их ждали, выходной день, где его искать, где он находится. Их ждали, депутатов, ну как бы я все понимаю. Так, давайте мы все-таки... Не было этих документов, может, как вы говорите, предоставили, сказали правду. Давайте закончим вот эту часть вопроса, Ирина, потом... Документов, подтасовка, я не знаю. Знаете, людей это беспокоило, и люди элементарно просили сегодня увидеть президента. Президент не соизволил прийти к людям, объяснить, почему, да как это все произошло. В конце-то концов это стало достоянием всего народа, что данная личность была освобождена, даже личностью мне называть как-то неприятно этого человека, но все-таки. Мы говорим о том, что у нас есть время, там, я понимаю, на любой запрос там есть до 1 месяца, до 1 месяца времени дать ответ. Но в конце-то концов мы же, не мы, а вернее руководство страны должны наблюдать, мониторить ситуацию в обществе, что происходит. И если это возможно, вот эту бумажку, в которой в одном экземпляре, на одной бумажке А4 указа о помиловании предоставить парламенту, если бы не более бумаг я не видел, по крайней мере, на Пожалуйста, да, только коротко. Здесь, мне кажется, совсем не надо разговаривать ни о каких бумажках. Если такая вещь произошла, то надо говорить о том, что у нас еще там люди находятся, да, в Грузии кто-то скрывается. У нас, насколько я знаю, люди еще сидят. Надо сегодня говорить о том, что стоит ли дальше менять или смотреть, что это за личность, или, как Тимур говорит, на весы ставить.
То есть вот об этом надо говорить, говоря, а не то, что там да. вчера бумажку принесли или И нет или четкой не принесли. формулировки, даже вот нету четкой Вот об этом надо говорить. Нет четкой формулировки, за кого и как мы его Вот, отдали. об За этом кого. надо То ли за говорить. Жиба мы его отдали, то ли за Осетин мы его отдали. За Нету тех и чё- за Жиба. Нету, понимаете, За никто Жиба конкретно отдали. не говорит. Валера, можно? За Просто Жиба вот и это за вообще Осетин. На очень самом деле, Слушай, да, вы Сергей знаете, мне кажется, что... Такой разговор. Но... За того, что- Давайте, можно я... Давайте мы от этого Люди как-то смотрят нас, отойдем. как- Ну, вы что, на чем настаиваете? Я настаиваю на том, чтобы у нас был предметный разговор. О чем вы говорите? Вот человек задает вопрос, он отвечает. Давайте я немножко по бумагам Как тоже. более раз вопрос. предметно, как мне сейчас это выстроить? Скажите, Я ему пожалуйста. отвечу. Если Валер. у вас есть претензии, вы скажите, пожалуйста, в чем претензии тогда. Я скажу обязательно. Значит, можно я отвечу Да, вот, и по по поводу, претензиям, того, и по пусть поводу, ответят по те, поводу, кто так может. сказать, нормативных актов, указов и так далее и тому подобное. Ну, для начала, вообще-то очень хорошо, что комиссия при парламенте есть, информацию она получит, информацию никто не скрывает. Но власть сегодня информацию не скрывает с точки зрения бумаг. Я таких случаев не видел, чтобы бумаги требовали и не получали. Теперь по поводу конкретных бумаг. Я даже хотел бы вернуться к тому, что были случаи даже по обмену, когда указы о помиловании, сначала надо указы о помиловании, а потом уже и обменивать. Указы о помиловании не попадали в соответствующие структуры, чтобы они могли делать свои дела. Или вообще нет. Понимаете? Я вот сейчас не говорю вообще, но я говорю, что соответствующие структуры Устная СГБ или же МВД не получала указов, копии указов, и только по телефону или же устно они исполняли эти свои обязанности прямые. Сегодня структуры соответствующие получили указ и на основании указа действовали. То есть в этом плане говорить о том, что сегодня власть или руководитель страны какие-то документы инкогнито от служб прячет, такого нельзя сказать. А то, что, допустим, сегодня и получили эти документы, кстати, учитывая то, что все-таки не рабочие дни, они могли быть и позже, но ничего страшного. Взяли этот указ, копию сняли и отдали. И так и все остальные документы, которые требует депутат, он получит все эти документы. Куда, как структура не даст документы, если по закону она обязана дать? Гиви, мы потом Да. к этому вопросу в конце, наверное, нашей передачи вернемся, о том, что собой представляет эта комиссия, в смысле, какова перспектива вообще ее деятельности. Но Правомерно, прежде... кстати, законом можно комиссии создавать. по Прежде я любым хотел бы вопросам в тоже парламенте. свою реплику немножко вставить. Да, действительно, вот весь этот разговор у нас сейчас происходит именно потому, что не хватало информации. Ну, Это первое. Второе, что с эмоциональной точки зрения этому негодяю прощения невозможно вообще было давать. Это тоже как-то нужно было, наверное, сделать каким-то другим путем. Но вот с моей дилетантской точки зрения, я говорю. И в конечном итоге уже как-то нужно определиться и отделить, знаете, вот эту вот некоторую такую вот склонность и желание использовать ситуацию в каких-то своих целях, на напряжение какое-то создать, что тоже есть, если говорить честно. А с другой стороны, есть вот те вот какие-то недочеты, которые были. Ирина, пожалуйста, все телезрители Знаете ждут. что, вот чиновники что-то весь вечер говорят о праздниках, что праздники помешали там с бумагами и так далее. Вот если даже не весь вечер, это уже прозвучало. Но я вам должна сказать, что вы отняли праздник у многих, у наших граждан в этом году. Перед Новым годом, после Нового года, первые дни, вы все бываете в Фейсбуке, в соцсетях, вы знаете, что люди пишут и говорят. Не было у людей из-за этого праздника, вы поняли? Президент и те, кто ему помогал в этом вопросе, они отняли праздник у людей и плюнули в душу тех людей, которые не забыли горе, которое они переживают, с которым они живут. И поэтому вам приходить сюда в качестве оппонентов, кому вы оппонируете здесь? По какому вопросу вы вообще можете оппонировать нам? Вы, которые столько времени говорили о патриотизме, всем закрывали рты вообще, и по паспортам всю республику поставили на уши.
Вы сегодня вообще можете говорить о том, что как-то оправдывать, что вот такого негодяя, мерзавца, кровопийцу, который уничтожал наших людей, по каким мотивам? Этническим, политическим, расовым. Он уничтожал наших ребят. Что это значит? Как вы вообще можете говорить о том, что президент даже в мыслях подумал о том, что этого человека можно помиловать? Несмотря на то, что просила, скажем, даже если осетинская сторона, я, кстати говоря, в это не особенно верю. Какие-то люди, грузинские диверсанты, террористы задержанные, которые сидели в Абхазии, 8 человек он договорился в 2016 году, и он их обменял. Через некоторое время наш президент по статистике помилованных террористов догонит Мухаммеда VI, слушайте, президента Марокко. И люди, 13-14 человек, немного осталось, он догонит это. Ничего просто, кстати говоря, не произошло. Тут история, это такой спрут, Валера, в одной передаче, не 10 передач сделаешь, ты не разберешься, потому что этот человек лукаво. В 90-х годах он сидел, он убивал, он сидел, его отпустили. Помиловали. Почитайте интервью его жены. Это бардак 90-х годов. Сейчас он сидел, ему дали 20 лет, ну считайте, это пожизненное, у нас нету смертной казни. Этого человека опять помиловали. А вы говорите, что осетины... Не слушайте, людей? Знаете, когда вы говорите о том, были, что его поменяли... Нет. Да вы что? Абсолютно. Да вы что? Никого не меняли при мне. А абсолютно. Вот это приведенные в Масасахлиси или другие, которые были, когда вы были спикером, помененные властями в 2007-2008, кстати, не путайте сторонником людей. Власти, да? Абсолютно. Тогда меняли, короче, людей. Сюда, вы тогда слушайте где меня. были? Лучше вы меня послушайте. Когда вы говорите о том, что его поменяли на Жиба, вам вообще не стыдно на это, об этом говорить? Вы террориста меняете на обычного преступника? Обычный преступник, который совершил общественный убийство. резонанс, который вы меняете его Жиба. на террориста, который наших братьев Общественный убивал. резонанс, который произвел Жиба. Слушайте, последствия его ничем не ниже. Знаете, что я вам Понимаете? скажу? Я хочу, чтобы наши зрители знали. Я Государственникам надо быть не хотела государственником. эмоционально говорить, Жиба вам нужен, я знаю для чего. Да Жиба знает очень много о наркоторговле в Абхазии, в котором замешаны очень высокие люди. И они были заинтересованы его получить, поэтому вы вот, Ладарья, я очень извиняюсь, я с вами лично даже не знакома, но я вижу, что вы очень порядочный человек, по крайней мере, пусть они вас не вводят в заблуждение, Жиба был очень нужен, но мы не знаем, на кого поменяли этого товарища. И информация, которая ходит в соцсетях, кстати говоря, ничего просто так, знаете, с хурмы не падает. Я думаю, что мы до этого вопроса, если начнем дальше работать, докопаемся. 2 миллиона долларов, о котором говорят, что осетины и абхазцы поделили между собой, было это или не было? Мы должны все это расследовать, потому что здесь происходил У нас президент Осетии тоже взял деньги, да? Тимур, ты все знаешь. 27 января 2016 года был помилован этот Лукаво. 27-го. 2 дня дается на реализацию помилования. Почему его через год сегодня отпускают? Вот скажите, министр внутренних дел видел этот указ, начальник тюрьмы видел этот указ, год прошел, а целый год, что за работа такая происходила, что за интриги, закулисная борьба, что за торг, что его освобождают сейчас. Слушайте, не то, что человека в тюрьме, с армией людей задерживали по 2-3 месяца, не отпускали, приказ был подписан. Человек, который был помилован год назад, почему его сейчас обменяли? Объясните мне, почему сейчас? Наверное, целый год шел определенный торг. Ну, постойте. Давайте не будем не надо наивными всякими разговорами. Понятно. А вы, Валер, еще, вы юрист, послушайте меня сюда, вы юрист. Вы говорите, что президент имеет исключительное право на помилование. Конституцию читали. Не юрист, но читала. Все функции полномочий президента знаем наизусть. Да, он единственный, кто осуществляет помилование. Но слушайте, эти рабочие органы, структуры, которые создаются, комиссии и прочее. Вот представьте себе даже вот самое главное, если у президента не было бы правительства, он реализовал бы все свои вот эти функции, полномочия, которые имеются.
Нет, конечно. Дальше могу идти. Нет. Если создается комиссия, она не ради комиссии создается. Он должен с этой комиссией советоваться, говорить, когда вот такой мерзавец, понимаете, такая одиозная личность, убивший множество абхазов, освобождается, да, подлежит помилованию, за него кто-то просит, я не знаю, что там еще за этим стояло и так далее. И что? Он ни с кем не посоветовался, он не обратился в комиссию. Обычно же, как мы любим к своим старейшинам обращаться, в свою общественную палату обращаться, в свою партию родную обращаться, никому ничего не сказав, Хаджимба просто сел, послушал президента Южной Осетии, сделал указ и опустили. Скажите, Ирина, может быть, все мы красиво, давайте... все честно. Скажите, пожалуйста, вот у нас сегодня 4-й президент страны. Вот при других президентах комиссия это существовала? Существовала. При других президентах, когда шел вот такое помилование за руль, когда, Вот если вы... прекрасно происходило в Послушайте, 90-х годах, и Давида Шенгеля вы приглашали, он находился в Пицунде, не вы лично, приглашали в Пицунде. Так что этот бардак дошел до этого... Шенгеля не видел и не знаю. Это не вчера началось. Вы знаете, Ирина, послушайте меня, пожалуйста, я вас прошу. Давайте мы чуть-чуть как-то успокоим этот градус. Вы наплевали на нас всех, те, которые приглашали в Абхазию дату Шенгеля. И вы сейчас еще больше нас морально уничтожили. Давайте сейчас не будем разбираться в том, что тут делает не вам лично, Я сейчас буду слушайте. вам говорить, вы уничтожали, которые вот этим с женами ему выдавали паспорта, писала, говорят, я шома. Выдавали, Давайте мы не будем к этому возвращаться. Паспорта тоже. Вы это не использовали, чтобы прийти к власти. Ирина. Общество отдельно. Все, давайте. Так, давайте, брейк, секунду. Секунду. Я понимаю это все. Если за 25 лет любой обмен, который проходил через комиссию, и вы мне докажете, что хоть одного человека через комиссию по помилованию провели и так обменяли, и если вы это мне докажете, я лично завтра напишу заявление, уйду с работы. Что вы им хотите сказать? Эта практика никогда не проходила через комиссию. То есть мы должны вот так творить... Это прерогатива Не может быть такого обращения президента к комиссии. Друзья, ну вот давайте Нет, ну еще раз. Кири, скажи, Сейчас, минутку. пожалуйста, он был в прошлом Сейчас, году, минутку, 27 января. Ира, 27 января. Почему сейчас, 25 декабря 2017 года, я Ира, хочу узнать, Ира. когда его должны были за 2 дня Сатам отпустить? изъяснит. Так, Почему? пожалуйста, Что происходило Ира, все Ира. это время? А комиссия Ирина. парламентахна ирзбот пшала. Хазрат хавай хара дашакалами сараважи Слушайте, дашаган шара причем, это не важно. Я говорю громко, у меня хрипший голос, или я говорю тихо. Вы не к этому прислушаетесь, вы прислушаетесь к тому, что я говорю. Сейчас Вам я буду к всем тому, очень что вы неудобно сказали. сейчас. Мы вся Абхазия чувствуем себя, понимаете, запачканными, такими несчастными. Слушайте, мы все стараемся в школах проводить утренники, какие-то вечеринки, детей учим, какая-то идеология, какие-то баннеры, какие-то рекламы. Слушайте, на какие ценности мы свою молодежь ориентируем, если мы, старшее поколение, стали манкуртами, мы сегодня сидим друг напротив друга, и вы понимаете, вы пытаетесь защитить позицию президента, который наплевали на законы, а мы сидим, Так, давайте пытаемся мы теперь отстоять это дело все интересы прекратим. общества. Давайте так Не мое поговорим. мнение, мнение людей, Все, которые давайте собрались сегодня на осторожно. площади. Давайте Да, так, да. немножко градус сбавим. давайте успокоимся, Секунду. да. Сбавим. Ирина, я бы что хотел сказать. Конечно же, Валерий, если бы опять не было... плохая. Ну, я Нет, знаю, если бы что не было... люди, Не которые плохая, стоят хороший на нам. площади, Мы не говорили будем о личности сегодня, говорить. они, я выражаю их точку зрения, они думают, как я, они думают даже еще более радикально, они переживают даже, чем я, чтобы вы знали, они сегодня стояли убитые стояли. Ирина. Которые пришли на площадь, Знаете что? Ирина, подождите, Вы Ирина. пытались, Тимур, вы пытались, мы с вами, кстати, родственники, но не знакомы. Тимур, вы пытались сегодня спорить с Олегом Несторовичем и поймать его где-то что-то, что какие-то факты он его то ли никогда в перепутал, жизни ловить когда не он говорил о Савченко. Нет, мы все это слышали, мы тут не глупые сидим. Савченко. Но
то, о чем хотел Олег Несторович сказать, вы это не услышали. Я не пойму, я просто поправил. Психила исхаб бри урысфил исхарстахам харапсуа, чем менталитет кхамов, а урыско чем менталитет кшем убос шакузге, убри ербшдзен ерджин Савченко лус убос и карцейт, да расхучка стачаз тенхас зачтахас. Сколько работы было проведено для того, чтобы президента своего представить как нормального, адекватного руководителя страны, который понимает интересы и боль людей, горе людей и так далее. Даже с их менталитетом они это поняли. Я хочу спросить, почему наш президент этого не понял? Да псу, за мизелом казу, макян ирхамыш, за цитахаз, ирщику, за рхучку, Так, Ирина, давайте мы закончим этот разговор на том, на чем вы поставили вопрос. Вопрос вы поставили, сказали. Понятно, Ирина, вы волнуетесь сейчас. Всех нас это тоже волнует. Я молчала все время. Вашу точку зрения мы уважаем в той части, когда касается это разговора о лукаво. О том, что собой представляет вот эта вся ситуация с моральной точки зрения. С моральной точки зрения это представляет собой ужас. Такой человек, как Лукаво, не должен быть прощен. Я вам скажу, что и такая женщина, как Савченко, тоже не может быть прощена, потому что она была снайпером, она конкретно, намеренно, как говорится, убивала людей. Убивала людей, у которых были... Она не снайпером была, а корректировщиком. Корректировщик, снайпер, да. Другое дело. Секунду, я скажу, знаете что, давайте мы немножко отойдем от разговора и перехода на личности. Все то, что сейчас мы можем обсудить, это обсудить то, насколько сейчас ситуация находится, так сказать, разрешимой варианте. Каким образом это все должно разрешиться. То, что все переживают здесь за то, что эти люди несчастные, которых родственников замучил этот Лукаво, да мы их всех понимаем, это же всех наша боль. Вы понимаете, и я бы не хотел, чтобы мы делились сейчас на то, что одни понимают эту боль, а другие нет. Это наша общая боль, правильно. Совершенно с этим мы все согласны. В том числе. И всех. Я вот все время как-то искал какой-то вариант там в связи с отсутствием. Международные силы нажали. Да, мировое правительство нажало и вынудило его это решение принять. Подождите, Может, давайте мы сейчас закончим это. Вы знаете, что я хотел бы следующее сказать. Конечно, сейчас, Ирина, вы совершенно правы. И мы тоже все понимаем, и наши зрители тоже понимают, что мы с вами сейчас эту проблему здесь за этим круглым маленьким столом нашим не решим. Очень правильное решение было принято, и оно, я думаю, принесет пользу о создании комиссии. Комиссия, которая создана, она разберется в этом деле, и я думаю, что и даст, наверное, и создаст какой-то документ и даст свою оценку тому, что происходило, и, наверное, еще и какие-то представит размышления по поводу того, как нам быть в дальнейшем, учитывая наш менталитет. Правильно вы говорите. Никогда я не прощу этого человека, который убил моего брата на войне. 18 ножевых ранений, зарезали совершенно тихо, спокойного человека. Никогда. И я знаю, что и те, кто сидит напротив, родственники, они никогда этого не простят. Но существует практика обмена. Существует. Существуют какие-то интересы, о которых я так подозревал. Я сейчас, вы только не иронизируйте, там, да, что кто-то давит, там какие-то международные силы. Но существует практика государственных интересов. И вот на одной чаше весов вот та наша неприязнь вообще и непринятие того, что произошло с этим Лукаво, да? А с другой стороны и государственные интересы. Я думаю, что для того, чтобы все сохранялось в правовом русле, во-первых, мы государство, мы претендуем на то, чтобы нас признали другие государства, и мы хотим это продемонстрировать. Следовательно, мы должны показать то, что у нас все происходит в правовом русле. И таким образом созданная комиссия, мне кажется, что вот она сейчас как раз и сможет в этом смысле поставить
Ну, точку. Я думаю, что без многоточия обойдутся. Давайте мы просто подумаем сейчас вот в заключении нашего разговора. Скажем, понятна и эмоциональная сторона этого, и понятно наше отношение. Да, ну вот сейчас комиссия. Какие есть вопросы у вас к комиссии? Какие вопросы? Вот, например, мне Не, у нас эти принято вопросы с понятно. комиссиями сколько. считаться. Мы можем создавать кучу комиссий, не принято с ними считаться. Ну, не Вы совсем считаете, так. что результаты работы парламентской комиссии, они будут иметь следующий результат? Вы знаете, что какой-то? я надеюсь Да? на это. Надеетесь. Да. И я думаю, что, конечно же, комиссия Не знаю. да, создана, и создана она не для какой-то показухи, а для того, чтобы она сделала какое-то свое решение вынесла. И там люди с разным представлением о том, что сегодня произошло. И тоже вот так вот по разные стороны сидят. Но, наверное, они придут к какому-то общему соглашению и вынесут, как говорится, свой вердикт. У вас есть вопросы, которые необходимо этим комиссиям рассмотреть? Ну, я к юристам вообще еще раз хочу задать вопрос. юристам. Ответить на более важный вопрос, который ты раньше ставил. О. Что касается комиссии, значит, комиссия, по всей вероятности, уже знает, что ей нужно будет делать, тем более, значит, сейчас достаточно общественность Я бы хотел услышать активизирована. просто ваши рекомендации, это позже. Вот я как раз хочу говорить о вот про это я рекомендации. говорю. Если, вот я здесь немножко хочу откликнуться на рассуждение Руслана, если общество будет жить только потому, что ему говорят высшие должностные лица, это общество развиваться не будет. Это да. Что вы имеете в виду? А кто его слушает? Иногда так То и есть никто не слушает. да. То, что говорят. Я имею в виду следующее, что общество всегда должно реагировать достаточно активно, что делается наверху. Ну, это я думаю, что все согласны, Да. никто не возражает. Если абхазское общество, я вот старший, самый старший из присутствующих, Потом если я, абхазское общество было бы только послушным, а у нас были хорошие руководители, только послушным, ничего этого не было бы. Никакого абхазского государства, ничего этого не было бы. Но, Олег Да. Несторович, Я по части того, что наше общество вообще-то не послушно, Не перебивай. у нас очень много Да. фактов. Валерий, есть в да. истории. дай человеку Не перебивай. высказаться. Значит, то, что собрались люди сегодня, да, собрались люди, я, например, считаю, что это большой плюс в жизни нашего общества. Я тоже так. И это в первую очередь в интересах власти. Правильно. Мы сегодня тоже сделали заявление. Многие нам звонят и говорят о том, что слишком резкое, слишком радикальное и прочее, прочее. Я говорю, внимательно прочтите. Мы-то не призываем к свержению власти. А мы призываем к тому, чтобы власть призадумалась и стала исправлять свои ошибки. Об этом идет речь. Не ошибающегося президента и не ошибающейся власти в истории человечества не было. А важно, чтобы власть училась. У кого может она учиться, как не у общества? Вот это взаимоподдержка, взаимоперекличка, взаимовоздействие власти и общества должно нормализоваться. А у нас сложилось вот так, что любой президент, кто бы у нас ни пришел, он не нуждается ни в каких советниках, он один сам может знать все. И более того, начинает навязывать обществу, что он будет кормить, поить, одевать, и все что угодно он один Вы делает. сейчас обо всех президентах говорите? Конечно. Все наши президенты были такие. При всем, я их всех уважал и уважаю. Я их всех поддерживал и поддерживаю. Но я поддерживал не личность президента, а государство поддерживал. И по сей день я где-то как-то на службе нахожусь во имя этого государства. И я хочу нынешнему президенту тоже помочь.
Но помочь не просто хвалить, как это чиновники нижестоящие делают. Ты очень хороший, ты божественный и так далее. Надо президенту тоже говорить. Ты или не ошибки, предостеречь его от всего таких событий. Если он не совершил бы этого, не было бы сегодняшнего события. Где-то я вижу в этом указе смысл сегодняшнего события. А это событие я считаю нормальным. Нормальная реакция общества. Абхазское общество часто собиралось. Более того, я вам скажу, что и я, например, со своей точки зрения вижу некоторую сдержанность еще, да, достойную абхазского гражданина со стороны родственников. Со стороны? Родственников тех, которые Совершенно пострадали от верно. лукава. Я Вы тоже знаете, я слушал. не знаю, кто бы вот на нашем месте, как бы поступил на их месте. Да. Да, данной вот здесь вот ситуации. все эти Меня ситуации. Ну, поразило данной выступление ситуации. вот это Камля. Вообще я имею в виду. Камля, да, его Вы фамилия? знаете Камля. что, Да. Олег Несторович, да, понятное дело, услышали вас. Это хорошо было сказано и определено. В этом есть даже некий такой философский подход. Давайте мы... Товарищ не говорил сегодня. Не говорил сегодня, тогда вот по этому поводу выскажитесь вы тоже. Ну, во-первых, я хочу кратко так скажу. Вот вы все знаете, что освободили Жиба, допустим, обменяли Жиба на его фамилия? На Лукава. Почему Жиба вернули, вы знаете. Две фамилии в Абхазии, крупные фамилии, схлестнулись на почве того, что произошло, вы знаете, убийство и так далее. Какой резонанс был в обществе. Вернув сейчас Жиба в Абхазию, мы фактически между эти две фамилии не возникло кровной мести. Люди остановились. Это большой плюс того, что произошло. И сейчас, извините, я вижу, Ирина, вы очень эмоционально разговариваете, но поверьте, что в студии, кроме вас, еще есть люди, которые умеют эмоционально говорить. Через 9 лет, Ирина, я бы посмотрел, как бы вы, что бы вы сказали, когда вот этого Лукава повезли бы на машине на Ингуре и сказали, иди домой. А насчет эмоций, когда мы вспоминаем Апсора и говорим о том, что я лично, это уже эмоционально, как и вы, я тоже поговорю, зрителям будет интересны мои рассуждения, как и вы эмоционально. Теперь давайте с нашей стороны поговорим эмоционально. Я, например, поймите меня правильно, может быть, это отголоски войны у меня в голове, но чтобы убийца моего брата, кто ему отрезал голову и принес, где-то на могилу бросил, сидел в абхазской тюрьме и там спокойно кушал мамлыгу и вышел, такой он холеный вышел, я бы этого не допустил. И я бы ни на какой митинг никогда бы не пошел. Вот этого Лукава, поверьте мне, я бы нашел его сегодня, где он находится, в Тбилиси, и я бы сейчас вез. Это не камень, это действительно. Теперь другое. Вот здесь мы перечисляли людей. Власти, Давайте так конечно, сделаем. Вот сейчас говорит. создана комиссия, минутку, создана комиссия в парламенте. Давайте мы расследуем каждого, кого мы отпустили отсюда душегубов, кого мы в Грузию отправили, кто кому голову отрезал, нашим братьям. Это считайте, нам они резали головы, нам резали. Давайте мы все расследуем до конца. В какие времена, при ком, кого мы помиловали. Есть такие резонансные вещи, поверьте мне. Кого мы помиловали в Абхазии. Даже я не могу произнести эти имена. Я вам скажу, когда мы выйдем, шокирую вас. Ну, такие вещи, давайте тогда мы не будем сейчас... Вы что, вы сомневаетесь, Не, что его кто-то здесь отпускали- сидящий... Нет, слушайте, Кто-то минутку. нет, Вы еще вдобавок ко всему в вашей эмоциональной речи обвинили президента Абхазии и президента Южной Осетии в распиле каких-то 2 миллионов. Ну, эмоционально, знаете, эмоционально можно столько сейчас зрителям отказать. Вы иногда, знаете, если я начну что говорить, вы иногда, извините, я давно за рулем, иногда ручной тормоз, понимаете, такие вещи на публику говорить, что президент Абхазии и Южной Осетии, естественно, смотрит не только абхазская публика, уверяю вас, и грузинская, и российская, и объявлять то, что вот эти два человека между собой разделили 2 миллиона, во всяком случае, немножко низко. Не, она не пользоваться. говорила. Послушайте, так. Бурю в стакане. Бурю в стакане. Беслан, давай мы так скажем. Первое и самое главное, секундомей. Первое и самое главное, конечно, тут может быть многое что-то было сказано, что никакого документального подтверждения не имеет, а потому является обыкновенным разговором и слухом. То, что касается личности президента, тоже несколько, конечно, можно было быть сдержаннее все-таки в этом вопросе. То, что касается вот этих 2 миллионов, вообще не хочу по этому поводу говорить. Это не разговор сейчас, и мы не к этому здесь собрались. Другое дело, что мы сейчас говорим, и я вернусь хочу вас все-таки к тому, чтобы мы говорили о том, что собрана заключительная наша часть, составлена комиссия, эта комиссия будет работать, и есть ли у вас какие-то по поводу этого рекомендации, или вы считаете, что они сами в этом деле разберутся, и я считаю, что там все-таки достойные люди собраны, и они смогут разобраться во всех тех
хитросплетениях, которые происходили за последнее время. Поэтому, если есть рекомендация, пожалуйста. Если нет, тогда пожалуйста. Да. Конечно, мы этой комиссии будем помогать, чтобы она объективно разобралась до конца. Да. И мы будем это делать активно. Почему это нам нужно? Активно, Почему? это что вы имеете в виду? Я имею в виду общественность. Об активности общественности. Вот, а вот эта вот активность тоже, она... Ну хорошо, моя какая-то. личная активность. Да, Ничего. вот лучше Пойдет так? Моя Пойдет. личная активность. Да. В чем я заинтересован? Я заинтересован в том, чтобы в Абхазии не было заказных убийств, чтобы не было похищения людей, чтобы не было разбоев, не было грабежей и так далее, и так далее. В этом я заинтересован. Как отец, как дедушка. А кто из нас не заинтересован? Абсолютно. Я разве сказал, что вы не заинтересован? Вы наверняка Да. еще больше заинтересованы. Это начало мысли, сейчас Да, мы послушаем. итого я в этом очень заинтересован. Но когда наша тюрьма превращается в проходной двор, куда человек может попасть и тут же сразу выскочить, конечно, для меня, как гражданина Абхазии, налогоплательщика, это неприемлемо. Так, Это абсолютно неприемлемо. ваша рекомендация комиссии? Я вот говорю, комиссии должны и эти вопросы изучить. Сколько человек было осуждено в Абхазии, сколько человек отпущено и сколько сидит на самом деле. Вот по этому Но я поводу... знаю, что там сидят люди, которые украли телефон сотовый, Да. там украли, значит, корову там и так далее, и так далее. Сидят и такие люди. Да? А Лукаву мы можем отпустить. И притом, кстати, мы его дважды отпустили Помиловали. с миром. 99 год и 2017 год. Правда, в 2017 году он затянулся на целый год его отпуск. Да? 16. Затянулся, непонятно. Но я думаю, комиссия в этом разберется. И я просил бы вот наших оппонентов, вот они хорошие люди, я их хорошо знаю, они ответственные люди, да. И мы тоже ответственные люди, мы тоже вполне нормальные люди, вполне нормально мыслящие. Мы хотим, чтобы людям мы говорили правду. Арьяпса же яхю, уй разини маназухни кайцет, уса варат вереудзу. Уса зин змокорат шаю. Бих на вопрос, зинимам кайцу имам. Рёб амзер, рёб хасфави. Харах шавер эйфшзам. Харазини мадзамз хамхузей. Азини мо бахуса газразини мадзамз да. Уй шуди школоми шуди шумколоми фера Амала Аллах амжа. Абризик зыкарцу убрел, бадризик зыц бадзум. Убрел так помощник ему, посоветник ему, а комиссии ему. Олег Нестерович мюзиги. Убрел я усуруро. Адризик хайцозер. Усавзрали конституция хаму мапас фахко. Измадрекум хахер. Излей шо хахер кало. И хахер гимач замака. Идзиги шо калар кало. Ариусу усавзрали конституция. Ариусу утарихазам. Зурабач абри конституция зыран. И хана статья. Убыс юи. Абри конституцию быс и ларсу бихей. Нер калоту брюза уясу астахам. Зиганиш бабрахайтар калоту. Абрюза статья юи. Зурабачева. У этого роду змол, правозащитник, юрист, правовед. И замечательный был юрист. Он сказал, что может прийти такой человек в власть в будущем, что он может просто нас всех изничтожить. Если такая конституция работает именно так, значит, эта конституция не годится, надо его менять, надо совершенствовать эту конституцию. Или надо другую политическую систему в Абхазии придумывать. Но велосипед придуман, кстати, в мире уже есть типы велосипедов, и мы могли бы научиться у мирового сообщества. Кстати говоря, просто вот такую маленькую ремарочку сделаю о том, что тогда, когда принималась наша Конституция, учитывались опять же наши вот особенности того существования. Вы помните, какие происходили тогда вообще события Помним вокруг. прекрасно, вы были участниками этих событий. Да, и поэтому, да, вот иногда мы находимся в том положении, когда нам приходится действительно, вы знаете, как изворачиваться в окружении всего того вражеского, что находится вокруг нашей страны, и принимать какие-то иногда, может быть, даже непопулярные решения. Другое дело, что я вернусь опять к тому же, о чем мы говорили сейчас. Итак, ваше предложение комиссии. Я сказал комиссии, в чем она получит поддержку от общественности. Лично от меня. Чтобы они занялись всеми остальными уголовными делами Тут тоже. надо более широко рассмотреть надо будет проблему. Это не только там отпустили, скажем, Лукава, да? Тут отпустили ведь и других. Согласен. А сбежали же многие. Вы представьте себе, в следственном изоляторе убегают 2 человека, которые прорыли фундамент 2-метровой толщины алюминиевой ложкой. Молодцы. Вот представьте себе. И кто по этому поводу наказан?
Ну, насчет наказания Может, у вы нас скажете, как-то... кого наказал президент за это? Давид Чочевич, вы знаете... Хаг, Да, ушел в отставку. Действительно, вы знаете, насчет Он и наказания... так уходил без этого в отставку. Насчет наказания у нас очень сложно. Да. Да, очень сложно наказание. Что касается дороги, что касается вообще всего остального. Ну, присутствия. Валерий, дорогой, так жить нельзя дальше. Так жить нельзя. Давайте Нельзя мы так все... дальше. Да, вот вы то, что говорите вы сейчас, мы давайте это все представим вот нашей комиссии, где авторитетное будет вынесено потом по поводу Можно этого я- решения. Я скажу, вот глубокой ночью, все эти дни бурлил Facebook, вообще соцсети, а сегодня глубокой ночью появилось заявление президента. Я утром, когда заглянула и увидела у одного из фейсбушников, я подумала, что это шутка, просто пошутили, видимо, девушка сама сочинила и так далее. Заявление президента или Да, я Заявление прочитала, пресс-службы. да, ну потому что там со смайликом что-то такое, в общем-то, и думаю, и такой глубокой ночью неужели появилось это самое. В общем-то, я прочитала и не особенно верила, пока там не сверила у других людей и так далее. Но что я хочу сказать? Очень важно вот в таких конфликтных ситуациях, в этом случае конфликтогеном является президент, подписавший указ о помиловании. Никто это не может отрицать, да? В этой ситуации вместо того, чтобы немедля как-то вот отреагировать на ситуацию, попробовать хотя бы еще чуть-чуть вот открыть информации, которой не было, и поэтому люди в ужасе не могут понять, как вот такого кровопийцу могли освободить и так далее. И сделать заявление, не такое заявление, которое я прочитала утром, а заявление, которое разъяснило бы эту ситуацию, и люди, которые сегодня пришли на площадь, они чувствовали бы себя немножко по-другому, а может быть, они не пришли бы. Есть там такая фраза. Вы сегодня, вот Олег Несторович говорил, особенно, что это хорошо, что люди сами, это не партии призывали и так далее. Все через соцсети это происходило, друг с другом все друзья там переписывались, созванивались и так далее, и сказали, мы должны прийти, сказать свое слово и так далее. Вместо того, чтобы как-то понять правильно эту гражданскую инициативу в заявлении, я не знаю, кто писал, понятно, что не сам Рауль Джункович писал, кто писал, значит, он пишет такую фразу, что оказывается люди, которые все это время вот будоражат, значит, это соцсети, они, оказывается, прикрывают уголовников. Слушайте, мы, которые там писали, прикрываем Жиба, но еще раз говорю, что Жиба и Лукаво не эквивалентный обмен, если вообще это был обмен именно в таком формате. Поэтому сейчас парламентская комиссия должна расследовать, провести свое расследование. Она придет, понятно, к определенным выводам, заключениям, скажем, в отношении действий президента раз, может быть, в отношении изменения законодательства два, потому что мы знаем, что сейчас в России по поводу терроризма идет ужесточение законов и так далее, разные аспекты и так далее. Вот о чем я говорил. И, наверное, мы тоже, слушайте, если мы уже были бы обезопасены вот таким законодательством, возможно, что даже президент не смог бы, имея это исключительное право помилования, освободить террориста. Вот. Значит, это тоже надо будет решать, и, возможно, парламент к этому придет, и конкретная работа законотворческая тоже будет. Но в целом то, что сегодня произошло, это результат во многом того, что власть
не считается с обществом. Можете со мной спорить, ребята, сколько хотите, но это не только мое мнение. Так дистанцироваться от людей нельзя. Мы не так далеко друг от друга живем. Вы настолько недоступны. Никому в кабинет постучаться нельзя. 2 месяца назад блок оппозиционных сил уважает президент или не уважает. Мы написали обращение по поводу специального времени на телевидении. То есть, помните, после наших этих круглых столов и так далее, написали президенту и премьеру. И знаете, никакого ответа, ни письменного, ни устного. Слушайте, ну нельзя так себя вести. Так, оппозиционные к теме депутаты вернемся. парламента не имеют доступа на государственное телевидение. Неправда. Они проводят Нет, вот про это только не говорите. Говорите, Вот мне не пресс-конференцию они провели. Вот и туда они телезрителям это можете выложили сказать, в они, Фейсбуке. может, Олег поверят, а я Несторович, нет. Они не смогли на телевидении это сделать, а они сняли пресс-конференцию и выложили в Фейсбуке. Что вы мне говорите? Нет, ну Это давайте так. мы сейчас этот Всё. вопрос вернемся. И в конечном Давайте к итоге, этому. да, и в конечном итоге я к чему хочу прийти. Мы своими действиями даже не замечаем, как мы сильно за это время изменили общество. Я просто боюсь за ценности, которые стали нормами сегодня. И каждое такое наше действие, которое оборачивается площадью, вот такими разбирательствами и так далее, это разрушает наше государство, это разрушает нашу молодежь, нашу страну. И сегодня ощущение, что никто никому не доверяет. Это опасно и для нынешней власти, и для будущей власти, и вообще для страны. Нет доверия. Как это доверие вернуть? Мне кажется, что то, что сейчас произошло, это президент перешел все-таки красную черту, он мог сейчас этого не сделать или сделать то же самое, но по-другому абсолютно, обставив его совершенно другой ситуации, другими, может быть, какими-то параметрами и так далее. Он перешел, и доверие к президенту, если оно было хоть каким, оно упало. Ну, Вы, давайте мы наверное, об доверии видели президента позже полностью. будем говорить как-нибудь, да? Да, мое мнение, конечно. Да, это Которое мнение, все навязываете. мнение, есть Моё, мнение. конечно, Да, я- ну, другое дело, что, вы знаете, у нас в студии все-таки собрались люди, которые могут говорить открыто то, что думают. Другое дело, что, это уже третье дело, что телезрители, они сами вынесут решение о том, что каждый из нас здесь сказал и к чему ведут его размышления. Сделают выводы. Пожалуйста, о комиссии. Конкретно по комиссии, в данной ситуации, которая складывается в стране, провести конкретное преобразование, они, скорее всего, будут связаны с обстоятельствами. На мой взгляд, необходимо внести конституционные поправки, но их не так-то просто раз провести. Во-первых, это по времени, там есть определенные ограничения. И на мой взгляд, конкретно по данной ситуации, которую мы сегодня собрали, здесь вопрос помилования конкретного человека. Мне кажется, нужно наделить вопрос помилования теми права, которые имеет президент, и исключить эти права в правах президента и наделить этими правами парламент. Это, как бы, на мой взгляд. Сегодня это быстро, экстренно, оперативно это У нас решить как в невозможно. Российской да. Конституции просто переписали. Ну, конечно. Легче наделить парламент будет этими правами, там, может, квалифицированным большинством голосов, чтобы этот вопрос решался непростым большинством, наделить парламент. Но, увы, к сожалению, есть какие-то рамки по поправкам, по конституционным поправкам, которые быстро не получается сделать. По итогам расследования комиссии, узнав о итогах, я думаю, это станет достоянием всего общества, всего нашего населения. И конкретное предложение мы со своей стороны тоже сделаем, просто как граждане, просто как... Замечательно, я думаю, что этого все и ждут. И я думаю, что шаги, которые сделает общественность дальше, они тоже зависят от того, что сделает парламент по поводу ситуации. Все правильно. Вы знаете, что мы все вот находимся в таком положении, когда все время ждем, кто из руководителей что-то сделает. В данном случае вот сегодняшний день тоже показал о том, что общественность сама тоже может на многое повлиять. Она может присутствовать на площадях, может высказать свое мнение, высказывает, и очень хорошо, что высказывает. И мы в студии тоже вот поделились своими мнениями. Наши зрители, я думаю, оценят и сделают
дальнейшие выводы о том, как выстраивать свои отношения с властью. Ирина, я вас правильно понял? Вы воспримете решение комиссии парламента только то, которое вас устраивает. Нет, Другое я сказала, вам неприемлемо будет, да? Я не так Правильно сказала. Я сказала, что дальнейшие шаги да, общественности, они зависят от итогов парламентского расследования. Я понятно сказала? Все правильно. Теперь скажите, пожалуйста, ваши пожелания или рекомендации вот комиссии, которая сейчас собралась. Ну, расследование, если уже общественность поставила такой вопрос о расследовании, как произошел этот обмен, я считаю, пусть пройдет расследование, но, наверное, мы можем еще и задним числом проверить, рассказать общественности, сколько мы людей помиловали. Да. Об этом понятно. Хорошо, до вас дойдем. Гиви, пожалуйста. Вопрос, я хочу просто немножко реплику сказать к выступлению Давида Пилия. У меня такой вопрос. Вот все, что произошло, все это вас... я вообще-то. Да, но я в виде реплики. Все это, вот, вас возмущение вынудило вас выйти на площадь. А у кого-то у вас закрыт, Давид, в данном случае у вас нет прямой доступа к президенту, чтобы узнать, а что же произошло, что вас побудило выйти на площадь? Я вот этого не могу понять. Ну, Ирина, понятно, Ирина у нас оппозиционная. Женщину не трогайте в моем присутствии. Мы не можем начать сейчас дискуссию. Так, хорошо. Я знаю, у президента не я работал помощником, а вы работали. Так, Мизан. Внимательно, очень провокационно какие-то... Мизан, давайте друг друга не будем Бывший оценивать советник сейчас. президента, кстати, он. Давайте не... Ушел добровольно сам. А еще удивительно, что когда-то еще депутат. Я хочу сказать... Постойте, да, подожди, по очереди. Давайте мы не будем переходить на оценочные какие-то действия тут и разговоры. Я думаю, что разговор состоялся. Сделать свои предложения. Правильно, поэтому, Геви, пожалуйста, продолжите. Мы вас слушаем. Друзья, я говорил ранее, что очень хорошо, что создана комиссия. Это с точки зрения того, что информация, которая будет доступна комиссии, думаю, что она, если даже вся полностью не попадет общественности, а такое тоже возможно, потому что разные вопросы секретные тоже могут быть. Я думаю, что комиссия все-таки выдаст такую информацию общественности, которая будет достаточно для того, чтобы принять правомерные шаги. Хорошо, прошу вас. Ну, я согласен с Заном. Хотелось бы, чтобы комиссия сосредоточилась на таких вопросах, вот как дальше себя вести. Президент будет это или парламент, как вы сказали, будет принимать решение о помиловании. То есть кого помиловать, кого не помиловать. Может быть, надо смертную казнь вводить вот для таких людей. То есть вот на таких вопросах, чтобы комиссия сосредоточилась, что вообще вот эти вопросы дальше у нас не поднимались. Я вот совершенно верно, Ирина говорила об этом. И еще в начале передачи я тоже говорил и думал еще, насколько это профессионально звучит вообще, вот такое вот вмешательство в юридические какие-то проблемы. Да, но вот очень на мой взгляд, сейчас вот вы как раз поддержали, все об этом сказали, что, наверное, учитывая наши особенности, которые мы называем менталитетом, все-таки нужно какие-то сделать изменения, в результате которых бы мы точно знали, что вот эти мерзавцы и негодяи, которые нанесли такой ущерб вообще нашей стране, никогда не будут помилованы. Но это будет решать комиссия. Я хотел бы добавить к рекомендациям комиссии. Смертную казнь вести? А? Да, я хотел бы добавить следующее. А почему Значит, нет? комиссия, Источник заработать. Руслан говорила, она Как они должна воспримут? сосредоточиться именно на этот вопрос, Очень на сильно изучение, на пострадали. расследование этого вопроса. Распиляться, по всей вероятности, и не следует. Сейчас это на самом деле очень актуально звучит в обществе. И общество нужно успокоить, а чтобы успокоить общество, оно должно услышать, на самом деле, что было, что произошло. И благодаря работе комиссии общество должно узнать об ответственности лиц, которые привели, то ли привели президента, то ли были участниками вот этих событий, вот этих процессов. Вы опять возвращаетесь к консильери, как говорят мафиози, к консультантам. Это, знаете, другой разговор все-таки. Я понимаю, что... Кто-то же документы готовил своими. Да, и документы готовят, и люди этим занимаются.
если мы будем говорить, он мерзавец, он такой, он сякой и так далее, это нам ничего не даст. Мерзавец, то он мерзавец, но еще худший мерзавец, который этому мерзавцу помогал. Таких нету. Так, пожалуйста. Вы знаете, я не думаю, что в Абхазии найдется какой-то абхаз из здесь сидящих и тех, которые сегодня на площади и вообще в кабинетах сидят, который придет помогать террористу для того, чтобы его просто так выпустить. Я никогда не могу подумать, что когда-либо какие-либо президенты, с которыми я был в оппозиционных отношениях или не в оппозиционных, сделают за деньги, выпустят террориста, убийцы. В жизни не могу подумать. Но когда, опять, как Валера говорит, здесь, когда всегда дилемма стоит... Святой, Тимур. Вопрос. Мы говорим о том, что Я вижу, вы не улыбаетесь. те 8 человек, которые были отданы грузинской стороне в обмен на 4 в 16 году, там написано, те люди, которые совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, они далеко не отличались. Я прекрасно понимаю тех... Слушай, Сара Саша, дышишь, драпсахзар, запси то образ, да аргазар, запси то. Если мы смогли помочь, что моего брата не вернешь уже, но тот, который, если его убил, в плену у меня находится, и я могу спасти жизнь моему брату осетину, я пойду на спасение. Придет ко мне и скажешь, Мизан, уара, ваша дышиз, абрай так не умо. Саша брат так друг, абри да азгар, саша цирту, саша дызырхон изумаха, уара ушизы двусто дурхон ирз. Мы сегодня тем обменом 4 семьи в Южной Осетии получили возможность вернуть отцов своих братьев, со своих близких. Хорошо. Это же межгосударственное, раз мы друг друга братьями называем. Я не противоречу себе. Если, скажем, вы говорите, что убийца, вы продолжите, как раз это к вашей теме. Если вы говорите, что убийца моего брата сидел бы, типа я не дал бы ему жить, я сделал бы то, что мне положено как брату, имеется в виду кровная месть и так далее, которые я не особенно поддерживаю и так далее. Таким образом, вы... Я себе не противоречу. Нет. Вот получается, что родственники тех, кого убил Лукаво, они этого не сделали. Если бы они это сделали бы, убили бы Лукаво, как бы вы сейчас осетин спасали бы? Послушайте сюда. Если мы с вами не жили кого бы, на кого вы меняли не были, бы? абхазского государства тоже не были. Если бы вы кого спасали бы, может быть, через 10 лет кто-то попался бы, на того поменяли бы. Эти люди сидят... Родственники погибших ведут себя очень хорошо. Я перед ними преклоняюсь. Ирина, мы как раз по этому поводу говорили, что это... Вот та сдержанность, именно абхазская, которой можно позавидовать. Это очень большая культура, что они так не поступили. Да, можно позавидовать этой сдержанности. Как они должны были? Они бы сказали бы, не давайте осетинам вернуться к своим. Нет, никогда в жизни не сказали бы они никакого. не ворвались в тюрьму и не начали резать этих людей. Они не стали вести себя таким образом. Но дело в том, что они-то надеялись на то, что закон их осудит. И они будут наказаны за свою жестокость, за содеянное. Напрасно надеялись на закон и на президента. Давайте подведем итог. Я хочу подводить, подвели. Знаете, вы понимаете, вот, конечно, комиссия должна какие-то рекомендации высказать. Я с Олегом Несторовичем согласен посмотреть, где, вот, например, когда отдавали этого осетины, у них, не знаю, там комиссия по помилованию, там я слышал, читал информацию, что Совет Безопасности принимал решение. Вы тоже читали. Там, например, Совет Безопасности принимает. У них нету такой комиссии помилования. Процесс. У нас есть вот такой совет вообще? У нас Совет Безопасности тоже есть. У нас Совет Безопасности есть, но этот вопрос... Это вопрос задали. Я что-то не слышал. Я не слышал об этом, я его вообще не вижу. Сейчас в журнале есть он. Да?
На бумаге, видимо, информации Почему вам есть существует. Килба, Мухаммад Килба, герой Сергей, Абхазии зачем вы возглавляет. говорите о Ну чем? вы сейчас Кто иронизируете, его видел но после давайте этого? мы не будем опять возводить все в какую-то новую проблему. Теперь мы еще... вопросу отпуска этого Лукава, Не, что послушайте сюда, по Килба уже вопросу. высказался, Нет, вы не слышали высказался. опять? А это имеет Не отношение высказался. к Совету Имеет Не вы- самое Совет прямое Безопасности, отношение. как не имеет. Нет. Я Это не спрашиваю, государственная у нас безопасность. просто интересно. Спрашиваю, вопрос задаю. Так, пожалуйста. Иқалаб яд сазар абри ашартара драмадзура. Парламент дал ридеркал руштарна хасабюза айк шахатра азар ашарта драмадзура абри Совет Безопасности хазу абарт рылы хазба. Совет Безопасности шо брат дал министр. Все правильно. Но он должен функционировать. В России каждую неделю собирается Совет Безопасности. Каждую неделю. С участием президента. У нас когда последний месяц он собирался? В России... В каком году было хотя бы? Послушайте, я сейчас на эту тему не хочу с вами говорить, потому что я не знаю это другая ничего. тема. Это Нет, другая это тема. просто комплекс. Работа Почему? Совета Безопасности. Сейчас начнем, давайте это обсуждать. Мы уже и так тут по Я кочкам хочу прыгаем, о том как говорить, зайцы. что если мы хотим... Вы хороший сегодня- тон задали в Мы конце. сегодня говорим о том, что вот когда мы говорим о том, что необходимо вот послание президента парламенту, где он говорит, что я готов разделить полномочия с парламентом. Он там выступил и сказал. Мы ему говорим, нет, этого не делать надо, критики. Надо наоборот, чтобы... С другой стороны, мы слышим, давайте эту часть полномочий отдадим парламенту. В конце концов, если мы хотим реформы провести, а реформы, которые были начаты в прошлом парламенте, и там и по избирательной системе, и по другим системам, они застопорились. Но я был очень рад, услышав президента в его речи, что он готов инициировать опять те же реформы, которые должны привести к распределению полномочий. Но, между прочим, это мировая практика, да, президент. И даже в странах, где парламентские республики есть президент, помилование остается за президентом. Это и в России такая практика, и во Франции, и в Америке такая практика. Это мировая практика. Помилование остается за президентом. Но есть страны, где, например, это решает парламент. Есть страны, например, где решает президент, посовещавшись с Советом Безопасности, да? Или мы скажем только через комиссию. Или в каких случаях может президент сам решить, скажем, при обращении там, разных спецслужб, может быть какой-то случай, когда он сам может это решить, потому что нельзя это все, скажем, придавать огласке. Такой тоже может быть момент. Давайте поработаем. У нас проблемы, вы знаете, я знаю, например, что даже не совсем полный учет велся в СГБ по людям, которые были обменены за все это. Даже учет не велся. Потому что многие команды устно подавались. А наше разгильдяйство, наше все, это все у нас скопилось. Везде нужно. У нас не может быть, что у нас нету такого, вот в этой сфере у нас порядок, все хорошо, а вот везде надо остальное подтягивать. У нас нету ни одной сферы, где у нас мы бы могли похвастаться, что у нас вот здесь все налажено и все функционирует. К сожалению, это есть. Понимаете? Мы боремся, занимаемся, улучшаемся. И то, что я с вами согласен, что люди сюда пришли, я тоже. Понимаете, это всех сейчас заставило задуматься, и законодателей, и президента, и нас с вами, о том, что значит здесь, вот в этой системе, когда президент сам принимает решение о помиловании, и по таким случаям, даже когда-то мы, может быть, людей меняем, которые... Все-таки здесь, наверное, какой-то сбой механизма есть. И в этом надо посмотреть, все эти, привести в порядок. За это то, что... Об этом не говорили весь вечер. Да, вы говорили, что законом ему определен такой статус. Нет, мы констатировали, вы тоже мы сейчас констатируем сегодня, что есть. интерпретируете слова. Сегодня что есть. Завтра я же не говорю, что это не надо менять или не смотреть. Я же не говорю. Мы, кстати говоря, об этом говорили с самого начала. В общем-то, разговор к этому как-то шел. И хорошо, что мы смогли прийти к какому-то общему заключению, которое говорит о том, что, наверное, все-таки нужно учитывать особенности нашего существования, менталитета и сделать, наверное, как-то какие-то поправки или внести какие-то рекомендации, может быть, для того, чтобы такие очень существенные и важные для нас
проблемы возникающие, да, решались как-то более коллективно и открыто. Ну, и всегда И более... недовольны. Всегда да. не бывает, чтобы... Ну, недовольны всегда будут. Но с другой стороны, да, с другой стороны, вот мы сейчас говорим о том, что создана комиссия, знаете, и вот все-таки я, например, со своей стороны, раз это депутаты, избранники народа, и, собственно говоря, вот и размышления людей, которые приходили, и негативные, и позитивные, все это должно быть ими осмысленно и представлено потом в качестве вот своего, как вы назвали, расследования даже, да, или какого-то своего заключения потом в конечной степени. Но я думаю, что вот у нас и другого пути нету, кроме как на то, чтобы действительно довериться сейчас этой комиссии, дать им вот все необходимые полномочия, предоставить все необходимые документы и сделать свои выводы. При участии всех, я имею в виду не то, чтобы массы там и всякие кухонные разговоры были, да, но вот чтобы все те, кто здесь присутствует, и все те люди, которым да, судьба нашего народа не безразлична, да, вот они тоже могут в этом принять. Через своих депутатов, не знаю, через тех людей, и авторитетных людей, и политиков, и профессионалов, в общем, которые оценят все. И то эмоциональную сторону, и ту сторону, о которой здесь тоже говорили, это вот правовая сторона. Вот на этом, я думаю, что мы закончим. Я думаю, что впереди нас ждут очень интересные времена. И нам предстоит еще во многом разобраться. Я сейчас имею в виду то, что, о чем говорил предыдущий оратор, когда обращался к тому, чтобы разобрались не только в этой проблеме, а во всех многих проблемах, которые существуют. Это, да, мы как только что-то произойдет, потом начинаем ворошить этот улей, понимаете, а у нас проблем много, и как-то в этом должно быть сконцентрированы все наши усилия всех тех людей, которые обладают высокими интеллектуальными способностями. Огромное спасибо вам, что вы пришли на передачу, поговорили, я думаю, да, и надеюсь, что наши телезрители сделают свои выводы. Всего доброго. Минуту я задержу ваше внимание. О, боже! И, кстати, поставь яблочный пирог в духовку. Хороший был день. И больше всего